Строительным ковшом специалист наносит слой штукатурки для того, чтобы выровнять стену. Работа внутри школы предстоит большая, но учитывая то, что здание было возведено с нуля, мастерами уже было сделано немало. На текущий момент мы закончили коробку здания, закрыли кровлю и ведем внутренние отделочные работы. Приступили к наружным сетям, которые обеспечат в последующем жизнедеятельность этой школы. Большое трехэтажное помещение, которое с точностью до мелочей спроектировано для удобства и комфортного получения знаний учениками. На первом этаже спортивные сооружения, медицинский пункт, процедурные кабинеты, душевые кабины и санузлы. Помимо этого комбинированные мастерские и столовая с пищеблоком. Также актовый зал на 172 посадочных места. Второй и третий этажи занимают уже классные кабинеты. На втором 7 помещений для начальных классов, на третьем 10 для средних и старших. Также школа предусматривает лифт на 630 килограммов и 2 лестничные клетки. В планах еще и благоустройство уличной зоны. Здесь предусмотрены детские площадки по возрастным категориям. Для начальной школы отдельная площадка, для среднего звена отдельная площадка и для старшего звена по проекту у них рассмотрены такие виды площадок. Есть игровые зоны, там тоже у них предусмотрены. И также площадка для проведения мероприятий во дворе на территории здесь будет находиться. Трехэтажное здание было построено на земельном участке более гектара, а площадь самого помещения составляет свыше 5000 квадратных метров. Задействовано около 30 специалистов. Планируем благоустройство территории и прокладка сетей, наружных сетей. Водопровод, водоотведение. Это значит, от котельной надо тянуть тепловые сети. И помимо этого вопрос электроснабжения здания. Это ближайшая перспектива и процесс все, что касается внутренних отделочных работ. Это стены, полы и потолки. И разводка вся, что специальные виды работ, все, что полагается для такого вида зданий. На время строительных работ учеников перевели в ближайшие образовательные учреждения. Такое расформирование позволяет не отклоняться от учебного процесса. Эта мера действует во всех отобранных для проведения капитального ремонта школах. Данная школа у нас строится в рамках национального проекта образования, входящего в состав регионального проекта «Современная школа». Школа рассчитана на 250 мест. Именно строительство началось еще в конце 2022 года. И в соответствии с соглашениями, которые у нас заключены с Министерством просвещения, строительные работы планируем завершить до 31 декабря текущего года. Именно по данной школе предусмотрены средства чуть больше 300 миллионов рублей. По этой же линии программы с 22 по 24 годы в Ингушетии запланировано строительство еще 2 десятков новых школ. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.